Молодые люди в камуфляже короткими перебежками продвигаются к цели. Вокруг раздаются звуки выстрелов. На полигоне Шалхи проходят учения стрелковой роты. По легенде, противник наступает со стороны селения Тарское. Армейцы должны поразить 3 мишени на расстоянии до нескольких сотен метров за 80 секунд. Задача довольно непростая, ведь скоростная стрельба имеет свои нюансы. При поражении цели мы задерживаем дыхание на определенное количество времени и плавно спускаем пусковой механизм. Если плавно не спустить пусковой механизм, можно привести за передергивание винтовки, можно съехать с плеча, и ты не сможешь поразить цель, и тебя могут самого поразить. Поэтому нас учат, обучают всему, что правильно делать, как стрелять, как вымерять и как правильно поразить. Требования к молодому составу строгие. Кроме владения техникой стрельбы в разных климатических и ландшафтных условиях, армейцы должны сдать норматив по сборке оружия и усвоить правила безупречной маскировки. Умение маскироваться для снайперов едва ли не самое важное. При себе стрелку нужно иметь бинокль или специальную тетрадь, где он отмечает результаты наблюдения за вражеской местностью. Главное здесь полностью слиться с окружающей средой. Конечно, проще стрелять в горизонтальной плоскости, чем на угол возвышения какой-то. Это усложняется задача перед военнослужащими. Тем более военнослужащий молодой личный состав, который мы обучаем. Учитывая то, что молодой личный состав только прибыл, я считаю, что справились на 100%. То есть полностью отработали как положено. С юными бойцами занимаются опытные инструкторы. Есть даже такие, кто не раз побывал в бою. Поэтому на теории ребята не задерживаются, сразу переходят в наступление. Для многих армейцев стать снайпером – мечта детства. Тамила Хамицаева, Ацамаш Шипшев, Осетия ТВ.